Накануне Дня молодежи глава Сосногорского района встретился с учащимися старших классов городских школ. В начале общения юноши и девушки получили возможность задать Сергею Дегтяренко вопросы о развитии муниципалитета. Например, появится ли в Сосногорске 3D-кинотеатр. Как отметил глава района, таких планов у администрации нет, поскольку кинозал вряд ли будет рентабельным. Скажу, например, что прокат новинок стоит примерно от 50 до 200 тысяч рублей. Помимо этого нужно закупить оборудование, нужно обустроить помещение в соответствии со всеми нормами пожарной безопасности. Понятное дело, что помимо того, что, скажем так, тому, кто этим будет заниматься, нужно окупить свои затраты, плюс еще 50% нужно отдать кассового сбора. Помимо этого еще надо заплатить авторские права за показ. Но это еще не все. По правилам организации таких кинотеатров нужно еще и закупить онлайн-кассу. Онлайн-касса стоит, по крайней мере, на тот период, когда мы просчитывали, она стоила порядка более 400 тысяч рублей. Понятное дело, что с той проходимостью, которая у нас есть в Сосногорске, этот кинотеатр будет нерентабелен. В то же время альтернатива 3D-кинотеатру в Сосногорске есть, отметил Сергей Дегтяренко. В Доме культуры «Горизонт» проводятся показы фильмов, посещают которые как дети, так и взрослые. Поинтересовались представители активной молодежи и о планах оборудования в городе новых зон отдыха для подростков. Для совсем юных горожан такие объекты появляются регулярно. А вот ребята постарше в них продолжают нуждаться. Что касается более старшего поколения, то бишь вас, молодежи, у нас тоже в городе обустраиваются современные спортивные комплексы, в том числе уличные, с современным оборудованием. Я думаю, что в принципе для вас это был бы неплохой вариант. Но также, если вы заметили, кто-нибудь был на стадионе «Локомотив»? Было? Нравится? Как вам? Вот мы его реконструируем, мы будем продолжать и дальше его еще обустраивать. Тоже замечательное место отдыха. Сергей Дегтяренко подчеркнул, что инициативы молодежи муниципалитет всегда приветствует. Так, например, любой участник встречи может разработать собственный проект, направленный на то, чтобы разнообразить досуг подрастающего поколения. Первые идеи молодежь представила прямо на встрече с главой. Так, учащиеся 5-й школы предложили оборудовать за Домом детского творчества площадку «Арт-стрит». С целью решения проблемы молодежи, которая проводит свое время в тамбурах магазинов и около, например, аркады по улице Герцена, мы решили придумать вот такую небольшую, так скажем, площадку для проведения времени, для новых знакомств, для общения. Поэтому я считаю, что нашему городу это будет очень полезно. А вот ребята из 3-й школы представили проект «Сквер спортсменов». По замыслу старшеклассников разместить его планируется в 6-м микрорайоне. А появиться здесь должны турники, детский игровой спортивный уголок, скульптуры и многое другое. Мы планируем построить здесь сквер для молодежи и для детей. Так как рядом школа, нам кажется, что это будет очень востребовано. Здесь будут спортивные площадки, зоны отдыха и спортивные площадки именно нацеленные на отдых и развитие спорта у детей, у молодежи, у подростков. Сергей Дегтяренко пообещал учесть озвученные предложения при благоустройстве общественных территорий Сосногорска. Молодежные инициативы могут быть использованы во время проведения работ за Домом детского творчества в этом году, а также в 6-м микрорайоне в следующем. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские выпускники сдают свои последние школьные экзамены. На сегодняшний день уже можно говорить о первых успехах. Учащаяся 3-й городской школы Александра Букреева справилась с испытаниями по литературе на 100 баллов. Саша вообще с 5 класса, когда пришла ко мне учиться, показалась мне очень интересным человеком, который много читает, много знает, с ней интересно беседовать. И с 7 класса она каждый год успешно выступала на Олимпиаде по литературе и по русскому языку, всегда была в числе победителей и призеров. И подготовка к экзамену по литературе с ней велась на одном уровне, на одном дыхании. Потому что она старается, она много читает, много готовится, и труд
ребенка, старания и, наверное, мое желание помочь выпускнику вот, принесли такой высокий результат. Как говорит сама Александра, гуманитарными науками она увлекается с детства. С дальнейшим образованием еще определяется, но, скорее всего, свой путь к получению вузовского диплома будет проходить в Калининграде. В планах вообще поступать на переводчика, но если будет возможность, хочу именно с творчеством связать свою жизнь в будущем. Помимо обладательницы 100 баллов, в Сосногорском районе еще 9 выпускников сдали экзамены на высокий результат. Успехов они добились на испытаниях по литературе, а также русскому языку. Также высокие результаты, более 90 баллов, показали по литературе выпускник 1-й Нижнеодесской школы и 8 выпускников по русскому языку из 1-й, 2-й, 3-й городских школ, 1-й и 2-й Нижнеодесских школ, а также школы поселка Вайвош. Поздравляем выпускников за блестящие результаты и выражаем благодарность учителям за отличную подготовку обучающихся. Стоит отметить, что после первых выпускных экзаменов обладателями 100 баллов стали 9 выпускников школ Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Сосногорска. Испытания проходили по химии, географии и литературе. Андрей Калиничев, Евгений Юлин, Вести Тимана, Сосногорск. Родилась я в 1975 году в Украине, в Черкасской области, в селе Маньковка. Мама у меня работала на ферме дояркой, а папа пекарем на пекарне. В семье нас 3 детей было. На тот момент старший брат и сестра, у них уже были свои семьи, а я была младшим ребенком в семье. И сельская жизнь мне близка и знакома, так как мне приходилось помогать родителям. На мне было домашние уточки, утята, гусята. Мне приходилось их гнать на пруд, чтобы они там плавали, мальков ловили. А я это время с остальными детьми на берегу читали заданную на лето литературу. Мама моя работала на ферме, и в это же время она еще выступала в сельском доме культуры. Она пела в хоре. И я, когда была ребенком, я всегда сидела в зале и всегда мечтала, что и когда я вырасту, и буду ведущей мероприятий. После окончания школы поступила в Полтаву, художественное училище народных промыслов. Закончив его, приехала в родное село и стала работать в сельском доме культуры культорганизатором и вела курсы народной вышивки. Старшая сестра жила и работала в республике Коми. И приехав погостить к ней, меня север покорил своими контрастами. В мае шел снег, и еще белые ночи. Для меня это было что-то новое. Побыв лето, я решила остаться. Познакомилась, появились друзья, познакомилась с будущим супругом, родила 2 детей. После декретного отпуска устроилась работать в досуговый центр Парма, поселка Ирайоль, где проработала 14 лет до переезда в город Сосногорск. Досуговый центр – это сердце поселка. Именно сюда люди приходят отдохнуть, пообщаться и повеселиться. Но также это место для собраний людей. Поэтому заведовать центром роль очень ответственная. Надо так организовать работу учреждения культуры, чтобы людям было здесь не только просто интересно, а хотелось приходить сюда вновь и вновь. Для этого необходимо знать настроение, интересы и духовную жизнь односельчан. У нас всего-то работало 2: культорганизатор и заведующий. Создавали кружки, готовили концерты, дискотеки. А ведь самая лучшая награда для нас, работников культуры, это когда со всех сторон к зданию досугового центра стекаются нарядные, красивые жители.
Я приобрела бесценный опыт работы с людьми. Я познакомилась с каждой ирайольской семьей. В моей работе многому меня научила бывший руководитель управления культуры города Сосногорск Марина Николаевна Метелева. Помогала мудрыми советами, придавала уверенность, за что я ей очень благодарна. Также помогал бывший глава сельского поселения Ирайоль, это Никулин Иван Николаевич. В свободное время увлекаюсь рукоделием, создаю ростовые цветы, занимаюсь народной куклой. Участвую в различных мероприятиях, выставках. Очень люблю лес. У меня в Ирайоле есть место любимое, где растут северные орхидеи. Еще гуляю с любимцем, лабрадором Тайсоном. Посмотрела в интернете, подумала, а почему бы нет? Я тоже смогу это сделать. Узнала, с какого материала он делается. Это изолон. Выписала его через интернет и попробовала сделать колокольчики. Знакомым очень понравилось, похвалили и попросили сделать еще. Потом приехали с города, значит, к нам в поселок, руководители увидели и попросили сделать сказки «Незнайка» в Доме «Горизонте», в Доме культуры «Горизонт». Я сделала и колокольчики, и ромашки, и одуванчики. Сейчас эти цветы постоянно участвуют в всяких мероприятиях, на детских программах. Здесь очень красивая природа, очень хорошие люди. И мне как повезло, я пошла работать. И на моем жизненном пути всегда были хорошие люди, которые помогали, которые продвигали меня дальше и дальше. Я думаю, что я достигла уже всего самого наилучшего. У меня хороший муж, прекрасные дети. Дочка заканчивает, сейчас уже выпускница педучилища Сыктывкарского, собирается идти работать в Сосногорск, в школу. Сын работает в Ухте, на Яриге. Все хорошо. Современная жизнь немыслима без радио и телевидения, телефонов, всевозможных осветительных и нагревательных приборов, машин и устройств. Яркая иллюминация улиц, работа крупнейших заводов и предприятий, обеспечение комфортных условий для жизни миллионов людей – все это требует ежедневного, упорного труда электриков. Сегодня без них не обходится ни одна отрасль производства. Подобные специалисты нужны как воздух. Для работы с этим сложным оборудованием и готовят специалистов, техников по монтажу и наладке электрооборудования, предприятий и гражданских зданий. Высокая сложность, требующая серьезной теоретической и практической подготовки, и опасность делают эту профессию одной из самых востребованных и высокооплачиваемых из всех рабочих специальностей, представленных на рынке труда. Важным направлением в области транспортного обслуживания является тесное сотрудничество различных транспортных систем. Это способствует созданию и усовершенствованию вокзалов, согласованию расписания, гармонизации транспортных услуг и их комплексному предоставлению пассажирам. У каждого вида транспорта есть свои преимущества, но все преследуют одну главную цель –
наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов при реализации услуг по перевозке. Специалист по сервису на транспорте участвует в процессе организации перевозки пассажиров, грузов, предоставляет пассажирам информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. Информационные системы прочно внедрились в жизнь современного человека. Системы обработки, организации знаний и данных развиваются, модернизируются до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, без которых уже невозможно представить работу в любой сфере деятельности общества, государственного управления и экономики. На сегодняшний день программирование – одна из самых востребованных специальностей в мире. Спрос на нее продолжает увеличиваться. Специалисты по информационным системам работают в вычислительных центрах, компаниях, банках, образовательных учреждениях. Они занимаются разработкой программного обеспечения, устранением неполадок в работе вычислительной техники, наладкой оборудования, обучением пользователей. Разрабатывают инструкции по работе с компьютерными программами, оформляют техническую документацию. Грамотный программист – находка для любого предприятия. Если вы хотите работать с компьютером, делайте это профессионально. Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно – в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому специалист по металлу, соединяющий металлические детали, сложные конструкции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда. Сварщик – профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое: долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы различной техники. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Так сказал древнегреческий философ Сократ. Но согласитесь, еда должна доставлять удовольствие, быть вкусной и полезной. Учеными доказано, что при употреблении вкусной пищи человек получает гормон радости, который играет главнейшую роль в механизмах памяти, обучения, сна. Помогает быть в хорошем настроении в течение всего дня. Повар-кондитер – профессионал по приготовлению изысканной пищи. Он знает огромное количество блюд разных национальных кухонь. Умеет превратить любые продукты в шедевр. Это специалист, который любит свою работу, получает от нее искреннее удовлетворение и радость. Ему необходима хорошая память, творческое воображение, тонкий вкус и обоняние. На сегодняшний день профессия кондитер пользуется популярностью и считается довольно востребованной. XXI век тесно связан с передвижением. В настоящее время многие во время отпуска или чтобы добраться до места работы используют железнодорожный транспорт. И без профессии машинист локомотива это невозможно. Профессия машиниста требует пунктуальности, ответственности, предельной концентрации, внимательности и стрессоустойчивости на максимальном уровне. Поездки на длительной дистанции требуют выносливости, а также хорошей реакции, отличного зрения и слуха.
Физическая форма и темперамент играют одну из ключевых ролей при выборе данной профессии. Машинист тепловоза должен обладать значительным багажом знаний. Кроме устройства и принципа работы самого локомотива, машинист обязан идеально владеть целым рядом нормативных документов. Мы живем в мире машин, и те, кто ими управляют, по сути управляют миром. Тем более, если речь идет о специалистах, управляющих дорожными и строительными машинами, то есть механизмами, создающими основу всей окружающей нас инфраструктуры. Машинист дорожных и строительных машин – это квалифицированный рабочий, выполняющий земляные, дорожные и строительные работы с помощью бульдозера, эскаватора. Уплотняет, разравнивает дороги с помощью специализированных машин. Выполняет слесарные работы по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Востребованность в любой отрасли и в любом уголке мира машинистам дорожных и строительных машин гарантирована. А остальное зависит только от вас, от желания постичь все нюансы этой профессии и способности двигаться в ногу с прогрессом. Ведь ничто не развивается так стремительно, как мировое машиностроение. Современная компьютеризированная техника может все, но только если ею управляют настоящие профессионалы. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это специалист по ремонту и техническому обслуживанию различных автомобилей – легковых, грузовых, автобусов. На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных профессий, относится к сфере транспорта. Мастера-универсалы востребованы в автоцентрах, станциях технического обслуживания, крупных и средних автосервисах, автобазах, гаражных мастерских. Чтобы освоить профессию, необходимо познание в области устройства автомобиля, распространенных неисправностях, навыки работы с диагностическим оборудованием. От качества ремонта машины напрямую зависит жизнь пассажиров. Именно поэтому на работу принимают только ответственных людей, профессионалов в своем деле.